Ассаламу алейкум. Хотелось бы несколько слов сказать по поводу наших героев, сегодняшних героев, таких как Шамиль Басаев, Аслан Масхадов, Хамзат Калаев и многих-многих других. Их перечислять очень много. Ну, я так, чтобы вы поняли, о ком я говорю. Вы, наверное, заметили, что подавляющее большинство чеченцев, вне зависимости от того, на какой стороне они находятся и какой лагерь, политический лагерь они выбрали, они восхваляют Абрека Залимхана, Шейха Мансура и прочих наших героев кавказского периода выселения. И мне просто хочется вам сказать, что пройдут года, может 100-150 лет пройдет. И так же, как сейчас, вне зависимости от своих политических взглядов и своей стороны, каждый чеченец будет считать своим долгом рассказывать про Шамиля Басаева, как про героя чеченского народа, про Хамзата Гилаева, про Арби Бараева, про всех будут именно вот так рассказывать. И мы сегодня, живущие в современности, эти чеченцы будут завидовать нам и говорить, что они жили в то время, эти чеченцы жили в то время, и они видели, знали их лично, какие они везунчики. Но сегодняшние некоторые из нас, не все, моя страна, мое окружение, мои друзья, и нас, люди уровня Шамиля Басаева, они все герои чеченского народа. И такими останутся, иншаллах, навсегда. Но есть категория чеченцев сегодня, которые в угоду России, в угоду Российской Федерации, русскому миру, считают этих людей не героями, называют их террористами или что-то в этом роде. Но ваши потомки, запомните, ваши потомки, они будут их считать героями. Они будут считать за честь считать их героями. А вас будут считать предателями чеченского народа. Запомните это. Потому что чеченский дух нохчалла ни России, ни Путину, ни всему этому миру, лицемерному миру, который глубоко наплевал на чеченский народ, на чеченское горе, не удастся уничтожить чеченский дух. А тем более вам, национал-предатели, у вас вообще нет никакого шанса уничтожить чеченский дух. Хотя вы открыли, если вас послушать, открыли эти двери для русских, чтобы сломить изнутри чеченский дух. Еще раз повторяю, в нашей истории были люди, у которых была колоссальная власть уровня Сталина, например. Возьмем Сталина. Сталин одним росчерком пера выселил чеченский народ. Смог он уничтожить чеченский дух? Смог он уничтожить чеченскую нацию? Не смог. Потому что судьбы людей, народов не в руках узурпатора, диктатора, а в руках Всевышнего. Поэтому помните, вы те, кто сегодня считает наших героев не героями, ваши дети, ваши внуки будут считать и за честь считать, уважать и считать их героями.